Мишени, сразу скажу, не совсем легкие. Курок сидит. Близко. Настоящее золото. Привет, друзья! Как ваши дела? Уверен, что хорошо. Как вы догадались, сегодня идут соревнования, африканские этапы по спортингу, а именно компакт-спортинг. Эти соревнования приурочены к самым большим соревнованиям, которые будут проходить с начала марта до 10 марта в Африке, в Блумфонтейне. Сборы идут полным ходом. Давайте подвинемся. Да, сборы идут полным ходом. Ребята очень настроены на стрельбу. Стреляют. Я немного пострелял. Вот, настрой боевой. Арендовал ружье. Стреляю из ружья Faber Melas. Мне поспособствовал магазин Wildman. Очень хороший магазин. Дали мне выбрать. И сегодня мы в такой хорошей дружеской обстановке стреляем. Я буду сейчас вам показывать по ходу дела и освещать турнир, который приурочен к этим большим соревнованиям, как я повторюсь, и распахнет свои двери в начале марта до 10 марта. Это будет соревнование по фитоспортингу. Это дисциплина стендовой стрельбы, где нужно стрелять мишени дальше по расстоянию и нужно стрелять с неприложенном состоянии. А сегодня у нас идут соревнования по компакт-спортингу. Итак, друзья, буду вас держать в курсе этих соревнований. How are you? Okay. Good. Ребята, значит, мы сейчас находимся на стенде Sterkfontein. Здесь в Африке очень популярна стендовая стрельба. Все виды стендовых стрельб очень популярны. Здесь очень много стрелковых клубов. Я только насчитал около 6 стендов. И то некоторые я дополнительно, те, которые идут к числу 6, где-то около 10, я еще не посещал. Здесь потребуется очень много времени, чтобы все это объездить, все это разведать. Здесь вот этот стенд Sterkfontein, он является очень крутым клубом, на самом деле. Означает сила. Sterkfontein — это фонтан, фонтан силы. Вот сейчас я вам покажу площадку. Стрелки готовятся к стрельбе. Говорить громко не буду, чтобы не мешать. Ребята очень гостеприимные. У стрелков это заложено, манера стрельбы. Вот. А здесь особенно. Good luck. Да. Yes. Thank you. Сделай это. 25. Вот. Фон. Ребята, такой лесной массив. Очень круто прямо. Вот сейчас начинает стрельбу, ребята. Вот. Здесь я долбанул через пятачок. Первая была площадочка. Вот. Сегодня мишени, сразу скажу, не совсем легкие, быстрые, в ребро. Вот такая налетная. Вот он сейчас будет работать по мишени, которая летит 50-60 метров.
Вам будет видно ее сейчас. Вот вторым достал. Вот, такая открытая мишень. Вот эко, тоже далекая такая потушечка. Интересная площадка, ребята, вашему вниманию. Вот, сегодня задался солнце, задалось солнце, очень яркий день. Вот заметьте, ребята, здесь солнце идет против часовой стрелки, не так как у нас в России. По часовой стрелке. И также и вода, получается, против часовой стрелки крутится. Очень много пожилых стрелков, вот, которые стреляют всю свою жизнь. Здесь посвятили всему этому. Вот такой вот хороший фон. Вот стреляет мой друг. Топ. Многократный чемпион больших соревнований по фитаск. Я за ним наблюдал, он стреляет очень спокойно, медленно. Сейчас, впрочем, я покажу вам отдельно, как стреляет топ Африки. Он готовится. План. Вот такая вот далекая мишень с очень короткой траекторией. К сожалению, второй не взял Derek Stein. Эксперт. Слайд. То есть первый запал и второй. Видите, как слайд в хлам. Ну что, ребята, продолжим дальнейшее движение по стенду. Значит, я говорил шепотом, чтобы не мешать стрелкам. Вот, сейчас мы будем стрелять на овраге, на обрыве. Это своего рода тоже Тольятти. Такое своеобразное. После первой площадки. Вот эта первая площадка, ребята, она является очень, так сказать, дикой. Здесь долбанул 22. Вот. Стреляет Дион, хозяин стенда, который приглашает всех в Макао. Окей. Сейчас я вам покажу. Вот, ребята, давайте поставим на штатив. Вот, сейчас он будет стрелять справа налево мишень. Вот. Дэвид Лелика тоже топ. Сегодняшний фаворит это у нас Derek Stein, 35 номер. За ним который, вот, он сегодня является топом. Я про него говорил, что он организовывает соревнования, в том числе для приезда наших с России спортсменов. Полностью очень гостеприимный, хороший человек. Дион является топом. Вот такая непростая площадочка. Вот, нет мишени, рваная мишень.
Вот эта площадка является на сегодня самой такой сложной, потому что мишени находятся очень далеко. И очень быстрый. Тоже рваная мишень, что означает перепадать, повторить заново. Вот, стреляют девушки в этом спорте, юноши, дедушки, все могут стрелять. Молодец, собралась и собрала. Вот стреляет вот эту дэшку и забрал вторым. Мишень очень далекая, быстрая, боковая мишень, если вам видно было. Вот посмотри, сейчас будет альфа стрелять. Мишень. Очень быстрая мишень. Натянутая. Вот Чарли, она является тоже непростой мишенью, которая взлетает и еле увидишь. Уже где-то на 60 метрах. Доброе утро! Да-да-да! Кукареку! Ну что, друзья, сегодня у нас второй день соревнования. С утра у нас пробежечка. Бег обязателен для того, чтобы, как нам и вам известно, организм пробудился как можно раньше. Сегодня мы стреляем с 8 утра. Время сейчас 6 утра. Настроение задорное, боевое. Солнце светит. Уже выглянуло. И, ребята, хотел бы вам пожелать всего самого хорошего. Сегодня на весь день. Побеждайте, мужчины. Побеждают. А нам сегодня выступить максимально дисциплинированно, без усилия, без напряжения, внимание наружу, в настоящем времени, с любовью ко всем. Вчерашний результат 94, сегодняшний результат даст столько, сколько заработаем. Вот такой вот сегодня денек. Сегодня хорошо. Одно радует, что удалось уснуть в 10:30. Вот, это очень большая победа на этом этапе. Шаг достижения, когда тело полностью будет взбодренное на весь день и в тонусе. Сейчас будет угонная. Промах, к сожалению. Боковая. Тоже промах. 65 номер. Идет в топе, фавориты. Молодец. Набрал вторым. К сожалению, промах. Спортивная дуплета начинается. Вот, ребята, хочу вам продемонстрировать одну такую штуку, которая очень сильно мне помогла. Вот ножик
обязательно, ну, большинство из вас, наверное, знает, что нужно обязательно таскать ножик тем, кто занимается стрельбой. Патрон там ковырнуть, вдруг если защемит. Или, например, отвертку какую-нибудь. Вот, ну, что мне говорить. Вот, в общем, ребят, смотрите, как подозревал. Взял вот эти вот 6-гранные ключи в комплекте. Как будто прямо предчувствовал за 2 дня до соревнований. Вот, тут еще было в комплекте 3 ключа больших. Я их снял, они мне не понадобятся. И представляете, что вчера случилось? В общем, вот Fabar Melas, очень хорошее ружье. Иду сейчас нормально. Откручиваются, ребята, гайки регулируемого гребня. Начинается болтаться во время стрельбы. Сразу взял свои ключи, затянул. Видите, как пригодилось, ребята, как пригодилось. А также обязательно берите такие ключи. А также подколхозил, мне хозяин разрешил добавить сюда, опустить его немножко и удлинить на 1-1,5 сантиметра, что очень позволило комфортность. Сейчас я скину вам, покажу. Я сейчас отдыхаю. Вот. Долбанул четвертачок на перерыве. И здесь отдыхаю. Видно меня, ребята? Вот. Ружье разряжено. Вот, планку вижу всю полностью. Очень комфортно. Настроил хорошо. Курок сидит близко к планке. Ну, для меня так удобно. Вот, очень хорошо сидит. Чуть-чуть подвисает, ребята. Чуть-чуть подвисает на 90 градусов, когда стреляю. Мой прикол, конечно. Я пытаюсь удерживать это рукой. Вот. Защелкиваю. Раз, два, три. Вот. Раз, не сильно. И вот такого немножко организовал, чтобы у меня при выстреле не залетали кончики стволов. А также нажимаю медленно. Ну, все это концептом, конечно, не думаю про это все. Ну вот так вот получается. Аппаратос такой. Аппаратос Барбос. Элос. Франция. Ружье для меня немножко легкое. Итальянский продукт. Ну, чуть-чуть легкое. Где-то, я не знаю, 500 грамм, 400. Это много на самом деле. Не чуть-чуть. Но в целом нельзя сказать, что оно прямо такое легкое. Чуть-чуть был немножко. Просится, похоже, как-то вот так вот. Вот. Доволен ружьем, ребят. Снимаю. Сегодня второй день соревнований. Вот. Дуплетная программа. Сейчас я буду потихоньку вам показывать площадки и держать в курсе вас всего. Бывает и такое, что во время соревнований ломаются машинки. Вот. И в этот момент нужно собраться и растеряться. Вот группа ожидает. Сегодня закрылось соревнование. Вот. Выстрелил 22 на этой площадке. Площадка спортивных дуплетов. Общий итог 90. Вчера был 94. Вот. Подтвердил мастер спорта 184. Вот. Возможно, будем стрелять
по кепке. Возможно, нет. Вот настроили. Группа сейчас будет стрелять. Вот. Стреляйте как есть, говорит. Вот. Ну что, ребятам пожелаем сейчас удачи. Заснимем сейчас вот эту серию. Покажу вам спортивные дуплеты. Дуплеты синхронные. Забираем. Молодец. Забрал синхронный дуплет. Отлично, просто в хлам стреляет. Андерсон разогнался. Молодец, забирает. Тоже молодец, забирает. К сожалению, мажет. Ну что, друзья, прошли 2 дня очень классных, ожесточенных соревнований под палящим солнцем. Немного загорел. Жара здесь не такая, как в Хамаме или где-нибудь в Дубае. Но солнце дает о себе знать. Вот. Очень интересное соревнование. Общий итог 184. Вот, в группе А стрельнули. Наверное, высокий результат. Местные топы. Сейчас посмотрим. И дам вам знать. Было 2 площадки по классу сложности. И все остальные 6 площадок, ну, наборные, можно так сказать. Очень доволен стрельбой. Ружье очень хорошо подошло. И ребята, конечно, очень сильно поддерживают. И это тоже дает дополнительные плюсы. Сейчас буду дальше освещать вам. В 19 веке, когда охота перешла в спорт, получилось так, что сперва стреляли по живым, получается. Видишь, какой чемпион. Чемпион. Сегодня, да, удача улыбнулась. Shooting Academy, we just want to thank every shooter that attended the shoot this weekend. A big thanks. It was a lot of shooters. We were 83 guns. We got through. It took time, but I think everything was a big success. The heat was. Take a picture. In A class, Julian. 1, 2, 3. Begins Russian. Vodka. Vodka. Vodka.
Ну что, завершились соревнования, двухдневное турне. Вот, первое место занял. Сейчас резкость наведется. Первое место. А-класс. Золото, ребята. Настоящее золото. Ну что могу сказать? Соревнования прошли очень в теплой, дружеской атмосфере. Участвовало более 100 человек. Это проходит этап Кубка Африки, который приурочен к подготовке самых больших соревнований Африки, на которые съедутся многие стрелки, знаменитые стрелки с России, из других стран, а также приедет, по слухам, сам Джордж Диггет, многократный чемпион мира по стендовым видам спорта. Вот, я сегодня очень рад, что первое место занял. Вот, до последнего боролся. 20 стрельнул на одной площадке, но не перегорел. Продолжал работать после этого, собрался хорошо и легко стрельнул. Вот. Соревнования закончились, люди уже расходятся. Призы, подарки. Ну, здесь так принято. Подарок. Мой подарок сегодня. Приз — это такая бейсболка Леопольд. Золото. Первое место. Ну и от королевы, образно говоря, такое вино. Не знаю, я отдам, наверное, его кого-нибудь. Или сохраню на память. Вот. Настроение очень хорошее. Что могу сказать? Жду своих земляков на соревнования 8-9 марта. Я поеду на компакт спортинг. А так соревнования будут длиться 10 дней. 10 дней. Там будут разные виды дисциплин. Я выбрал именно компакт спортинг. Ну что, друзья, благодарю Россию, благодарю свою родину, Якутию, своих подопечных, близких, земляков. Вперед, друзья! Все будет с нами, победа за нами. Сахалар буллах патте. Сахалар итиге кахамбар кюстяхпит. Тустуга боксага итиге бартыгар. Это значит перевод. Вперед, земляки! Приоритетно якутяне, которые в основном, ну, нам ли не побеждать в стрельбе, в вольной борьбе и в других дисциплинах. Ну что, ребята, от всей души вам всем жму руку, достигайте своих целей, будьте счастливыми не только в спорте, но и в жизни, везде будьте счастливыми. Всего доброго, до скорой встречи!